Почему решили вакцинироваться? Жить хочу. Лучше профилактика, чем лечение. Зара Хутиева до того, как переболела коронавирусом, не воспринимала ковид всерьез. Обычный сезонный грипп. Но спустя несколько дней женщину госпитализировали. Мнение пришлось поменять. И вот спустя полгода Зара пришла в прививочный пункт. Вакцинироваться можно лишь спустя 6 месяцев после принесенной болезни. Очень было плохо. Первые 3 дня думала, все, Богу душу отдам. Готовилась. Как себя сейчас чувствуете после вакцинации? Вот 7 минут. Отлично. Процедура занимает не больше 15 минут. Пациенту перед прививкой измеряют температуру, сатурацию и выясняют, есть ли аллергия на препараты. Вакцинируются даже те, кто коронавирусом никогда не болел. Как, например, Абдул-Мажид Боков. Инфекцию перенесли уже все его близкие. Мужчину ковид пока обходит стороной. Я поехал и проверялся Сатурация. Вот этим я проверялся. У меня было 98,9, 98, 9, 7, вот так. У меня хороший был воздух в легких. По результатам исследований эффективность спутника ВИ составляет свыше 80%. Так, вероятность тяжело заболеть или умереть у вакцинированных в десятки раз меньше. Кстати, примерно через 3 недели после второй дозы человек максимально защищен, считают вирусологи. Здесь в морозильной камере больше 3500 доз 2 вакцин. Первая Гамковид-Вак двухкомпонентная и вторая Спутник Лайт однокомпонентная. Их хранят при температуре минус 18 и ниже градусов. На разморозку спутника Лайта уходит около 10 минут. Врачи даже используют вот такой вот стикер, своеобразный таймер. С каждой новой вспышкой коллективный иммунитет все выше. Это связывает руки ковиду. Но при этом последние выявленные штаммы гораздо заразнее своих предшественников. Так, в конце января число заболевших резко увеличилось вдвое, затем втрое. Вакцина по-прежнему остается самым безопасным вариантом защиты. В первый раз врачи прививают Гамковид-Ваком, а на ревакцинации уже используют однокомпонентный Спутник Лайт. Желательно менять вакцину. Вот если мы сделали вакцинацию гамковидом, желательно другим каким-то препаратом делать ревакцинацию. Но это тоже не принципиально. В принципе, можно делать, если у нас, допустим, нет спутника Лайта, мы можем делать ревакцинацию гамковид-ваком, первым компонентом. Нам наши инструкции позволяют это. Но по возможности стараемся менять вакцину, чтобы захватить больше штаммов. Больше 13 тысяч человек провакцинировались в амбулатории Нового Реданта. Большинство из них жители Верхних и Нижних Очелков, Зязиков-Юрта, Аки-Юрта. Если сейчас население добросовестно, сознательно сделает вакцинацию, мы добьемся иммунной прослойки. Желательно, чтобы это было под 90%, чтобы искоренить эту болезнь. Конечно, она будет существовать, но таких вспышек эпидемических не будет, а спорадические вспышки их всегда легче подавить. Поэтому очень нужно, чтобы люди вакцинировались, вовремя ревакцинировались. Как дальше будет развиваться пандемия, зависит от охвата населения вакцинацией. Уровень коллективного иммунитета должен составлять не меньше 80%. В Ингушетии первым компонентом привито больше 270 тысяч человек. Это около 61% населения. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.